Состоялось очередное расширенное заседание Президиума Республиканского совета профсоюза образования, где были рассмотрены и обсуждены актуальные вопросы. В ноябре состоялось торжественное открытие комнаты психологической разгрузки учителя, которую на безвозмездной основе педагогическому коллективу городской школы номер 9 подарил профсоюз образования. В рубрике «Профответ» профсоюзные юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Мы продолжаем постоянную рубрику под названием «Учитель пред именем Твоим». На этот раз мы отправились в педагогический колледж. Сюжет посвящен работе преподавателя трудового и гражданского права Байсултановой Ламари. В ноябре состоялось торжественное открытие комнаты психологической разгрузки учителя, которую на безвозмездной основе педагогическому коллективу школы номер 9 города Урус-Мартан подарила Чеченская республиканская организация Общероссийского профсоюза образования. Как вы видите, у нас в данной комнате сейчас находится 12 креслов кубов в трансформе, то есть за раз эта комната может принять 12 человек для проведения, допустим, аутотренинга группового. Одна из полюбившихся всем это массажная накидка. То есть данная накидка включает в себя 4 позиции массажа, 4 раза. То есть любой участник включает, здесь есть пульт. И уже по желанию он на каждую секцию часть тела он делает массаж. В своей речи Даутхан Герзелиев подчеркнул, что актуальность данного вида разгрузки учителя обусловлена тем, что психологическое выгорание – частая проблема педагогов. Она проявляется нарастающим эмоциональным истощением, которое ведет и к личностному дискомфорту у специалистов, и к снижению результативности труда. Труд, заработная плата. Правозащитная работа – это, конечно, приоритет, но мы в приоритете держим, конечно, охрану труда и условия труда наших членов профсоюза. Наши учителя, чтобы получить заработную плату, достаточно сегодня сносную, согласно экономике и потребительским ценам, достаточно ведут много уроков, что где-то впоследствии может вызывать профессиональное выгорание. Вот эта комната, я думаю, позволит все-таки и работу психолога, значит, поможет и учителям, чтобы все-таки учителя наши были более, чувствовали себя здорово, комфортно в психологическом плане. Значит, это не последняя комната психологической разгрузки, это по счету 13-я комната. Мы до конца года планируем 17 комнат психологической разгрузки открыть в наших районах. Комната психологической разгрузки является уникальным местом, которое способно повлиять на психологическое и физиологическое состояние человека, отметил Даутхан Герзелиев, выступая перед участниками церемонии. Руководители коллектив школы выразили огромную благодарность профсоюзу за такой уникальный подарок и проявленную заботу о педагогах. И хаэрна цена на осталдерна шейниц коч аудон тходиклилдерна дерезхуй ресоветина сон особенно як амбусо профком халартер хар учителяш мел нагрузки абаха суха харсанил комната сон перечислить хурдастер кочу адукомду для психологической разгрузки так школ хайла духанец школ хайла натхон угар чо як амбе куду алгурдар сона хокрай оня харжан ташкол соохтерна то бок як амбо тона. Комната психологической разгрузки оснащена специальным оборудованием. Свет, звук, изображения, ароматы – все это благоприятно воздействует на нервную систему и помогает педагогам эффективно сбрасывать напряжение и восстанавливать работоспособность. Атмосфера, которая здесь создается, первое впечатление просто потрясающее. Огромное спасибо всем вам за то, что вы учли, насколько бывают тяжелыми, интенсивными дни учителя. И то, что вы обратили на это внимание, это действительно здорово. Я выражаю свою огромную благодарность, что бывают такие моменты, когда действительно оценивается, как полагается, учительский труд и понимание, что нужно
психологическая составляющая для дальнейшей продолжительности его работы. Основные задачи кабинета – это повышение продуктивности и работоспособности сотрудников, предупреждение и устранение последствий стрессовых воздействий после эмоциональных перегрузок, профилактика профессиональных заболеваний, снижение количества ошибок при выполнении работы, повышение мотивации и концентрации внимания работников, сокращение текучести кадров, а значит предотвращение потерь квалифицированных работников. Дальше у нас есть вот это, она также входит в комплект этого оборудования, аквалампа называется. Это не просто пузырьковая колонна, это специализированное оборудование для того, чтобы каждый участник, это тоже, как надо, называем так называемый массаж для глаз. Каким образом происходит массаж? То есть каждый участник, допустим, он прицеливает один пузырек и провожает его до конца. В комплект также этого оборудования входит несколько дисков с разными шумами. Вот сейчас мы слышим шум моря, сопровождение симфоническим оркестром. Также в комплект входит эфирная лампа для распространения и распыления эфирных масел. В нашей стране немного школ с подобным уголком отдыха, но опыт говорит о том, что результат не заставляет себя долго ждать. Профсоюз и дальше намерен активно работать в этом направлении. Скоро подобные кабинеты откроются и в других школах нашей республики. Искусство жить без стресса. Профсоюз образования понимает, что если вовремя не заняться психологическим состоянием педагога, то ситуацию выправить будет потом сложно. Главное своевременно уделить немного внимания учителю, и он отдаст свою энергию в многократном размере своим ученикам. Учебный центр Общероссийского профсоюза образования проводит цикл семинаров по теме «Искусство жить без стресса. Профессиональный антистресс». И наша республика тоже заявила свое участие в этом семинаре. От нашего региона в данном мероприятии участвуют 82 человека. В основном это психологи образовательных учреждений Чеченской Республики. Но мы как бы совместили приятное с полезное, то есть использовали данную площадку в качестве мастер-класса, и чтобы наши специалисты, обучившись методиками работы с профвыгоранием, это могли использовать в своей работе. Для педагогов общеобразовательных организаций среднего профессионального образования, вузов и организаций дополнительного образования была организована программа вебинаров. Организаторы поставили перед собой задачи по развитию преподавателей навыков стрессоустойчивости, профилактики эмоционального перенапряжения, тревожных состояний, обучения методам саморегуляции, управления уровнем стресса. Общероссийский профсоюз образования в лице Центрального совета и коллег провели онлайн-семинар на всем пространстве нашей Российской Федерации. Приняли участие достаточно много региональных наших коллег-организаций. У нас 82 было участника, это все в основном психологи. Антистресс назывался семинар проведенный. Вообще скажу, что нас очень интересует направление работы с психологами. Сегодня достаточно эту работу активно мы ведем в лице открытия комнат психологической разгрузки в образовательных организациях. Сегодня задача нашей республиканской организации направить конкретно психологов реально по их должностным обязанностям не только работу с учащимися, но и с работниками, с нашими учителями, где конкретно есть достаточно много случаев профессионального выгорания, чтобы психологи в образовательных организациях эту работу вели, чтобы она была действительно востребована, чтобы учитель видел поддержку со стороны педагога-психолога в свой адрес. Цель реализации программы – это снижение влияния факторов риска возникновения деструктивных психологических состояний в профессиональной деятельности педагогов. Целевой аудиторией выбрали членов Общероссийского профсоюза образования, педагоги общеобразовательных учреждений, вузов, организаций дополнительного образования. Первый день был посвящен выявлению стресса, профилактике эмоционального выгорания учителя. На занятиях также говорили о здоровом образе жизни, о стрессогенных факторах, способах их решения, о дыхательных техниках. Тема эмоционального выгорания очень важна, особенно в сфере деятельности учителей, наших членов профсоюза, поэтому мы делаем большой акцент на то, чтобы в данном направлении работать, проводить различные тренинги, обучаем психологов,
как проводить тренинги и как использовать различные методики. И в целом семинар очень интересный. Большое спасибо за то, что у нас была такая возможность участвовать в данном семинаре. Все те наработки и методики, которые были присланы вами, мы возьмем на вооружение и будем использовать в своей работе. Теоретический блок был посвящен определению стадии факторов риска профвыгорания педагогов. На второй день говорили о профилактике профессионального выгорания. Помимо этого провели интерактивные занятия с обучающимися для регулирования психологического климата в классе. Весь необходимый материал в дальнейшем, который мы можем использовать в работе, будет выслан всем участникам на электронную почту. И также еще данный семинар по последующим, по окончании этого семинара, всем участникам будут выданы сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации, но с одним условием: все участники должны будут выполнить домашнее задание, используя те наработки и методики, которые были применены в этом двухдневном семинаре. В профсоюзе уверены, программа повышения квалификации, личностный потенциал обязательно будет способствовать психологической устойчивости педагога, и это будет влиять на психологическое состояние общества. Я выпускница педагогического университета, получила диплом бакалавра. Мне 24 года. Поступила на работу в школу на должность учителя. Однако администрация школы не считает меня молодым специалистом, ссылаясь на то, что у меня неполное высшее образование. Скажите, пожалуйста, являюсь ли я молодым специалистом и могу ли рассчитывать на все льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные для молодых специалистов? Согласно законодательству Российской Федерации, молодым специалистом считают того, кто получил высшее образование и которому еще не исполнилось 35 лет. Бакалавриат является высшим образованием. Пункт 90 положения об оплате труда работников образовательных организаций Чеченской Республики, утвержденный постановлением правительства Чеченской Республики 7 октября 2014 года за номером 184, гласит, что те, кто окончил среднее профессиональное или высшее профессиональное образовательное учреждение, является молодым специалистом. И им устанавливается надбавка в первые 3 года профессиональной деятельности в размере до 30% от должностного оклада. Таким образом, вы являетесь молодым специалистом и имеете право на все льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные для этой категории работников. Подавала заявление в пенсионный фонд для назначения пенсии. Пенсионный фонд отказал мне, ссылаясь на отсутствие перечисления взносов за 6 месяцев 2016 года. Обратилась в ту школу, где работала данный период, чтобы выяснить, почему работодатель не перечислял взносы. Но ни в школе, ни в администрации района архив не сохранился, в связи с чем подтвердить перечисление не предоставляется возможным. Что мне делать в этой ситуации? Обязанность по уплате взносов в пенсионный фонд, а также обязанность хранить архив лежит на работодателе. В такой ситуации остается лишь обратиться в суд, где ответчиком должен выступить тот работодатель, который не перечислял взносы и не сохранил архив. При этом надеяться на положительный результат стоит лишь тогда, когда имеются реальные доказательства факта трудовых отношений с работодателем. Это может быть запись трудовой книжки, трудовой договор и прочие документы. Имеет ли право директор школы проводить аттестацию в отношении учителя, у которого действующая первая квалификационная категория? Нет, директор такого права не имеет, потому что действующим порядком проведения аттестации педагогических работников установлено, что аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проводят педработникам, имеющим квалификационные категории, будь то первая или высшая. Очередное расширенное заседание Президиума Республиканского совета профсоюза образования состоялось под председательством Даудхана Герзелиева, где были рассмотрены и обсуждены вопросы об итогах проверки деятельности первичных профсоюзных организаций и учреждений образования республики, о первых днях занятий профсоюзных кружков в 2021-2022 учебном году, о проведении отчетных собраний в первичных профсоюзных организациях учреждений образования республики. По итогам рассмотрения первого опроса Президиум принял постановление, в котором обязывает уполномоченных и представителей Рессовета профсоюза проконтролировать устранение выявленных при проверке недостатков в конкретный срок.
до 30 ноября 2021 года. По вопросу активизации работы профсоюзных кружков и для удобства контроля за проведением занятий Президиум решил установить единый день проведения занятий. Последняя среда каждого месяца. Коллеги, сейчас наступает период годовых отчетов. Вы знаете, я информировал, говорю, рассказываю на своих семинарах, и вообще мы должны будем раздавать их через базу АИС. Обсудив вопрос о предстоящих отчетных собраниях в первичных профсоюзных организациях в соответствии с уставом профсоюза, Президиум постановил во всех первичных профсоюзных организациях образовательных учреждений с 15 ноября по 18 декабря 2021 года провести отчетные профсоюзные собрания с единой повесткой «Отчет о работе профсоюзного комитета за период с января по декабрь 2021 года». Президиум обязал районных представителей Рейссовета профсоюза оказать методическую и практическую помощь председателям первичных профсоюзных организаций в подготовке к отчетным собраниям. В Чеченском государственном педагогическом колледже города Грозный Ламара Байсултанова работает с 2014 года. Также Ламара Байсултанова преподавала историю и право в колледже информационных технологий с 2010 года. А в этом году Ламару Эмиевну еще и назначили заведующей очного отделения. Ламара Эмиевна высококвалифицированный педагог, имеет высшую категорию, ко всем своим обязанностям относится ответственно. Надо сказать, что в этом году я ее назначила на должность заведующего очного отделения, и тут она показала тоже свои административные качества. Как человек она очень добрый, отзывчивый. В этом году меня назначили заведующей очного отделения. Естественно, ответственности стало намного больше. Занятий уже проводишь меньше, чем как раньше, но в плане документации очень много, в плане того, что работу с преподавателями, проверять их занятия, внешний вид, посещаемость студентов. Это, получается, вся обязанность лежит на мне. Легче, мне кажется, конечно же, работать с педагогом, чем нести такую ответственность за весь коллектив. Но справляюсь, можно сказать так. Получается. К современному преподавателю общество предъявляет достаточно широкий спектр требований, среди которых немаловажное значение имеет и умение добывать и доносить информацию для студентов в ногу со временем. Ламара Байсултанова с начала этого года также преподает такие дисциплины, как трудовое и гражданское право с использованием инновационных методов обучения, а именно используя по сей день технические средства для моделирования различных ситуационных задач. Ситуационные задачи, именно юридические, какое преступление совершило, какое наказание, какие статьи будут рассмотрены по этим задачам. И они, естественно, хорошо отвечают, справляются. Также брейринги между командами, между группами получается. Это больше всех нравится нашим студентам, когда мы проводим разные вот эти брейринги. То есть, получается, обе команды спорят, отвечают на вопросы по нашим определенным темам. И победитель получает грамоту, поощряет их перед всеми, в общем, и различные призы им выдают. На прошлом занятии мы с вами рассматривали понятие трудовое право и различные отношения. Сегодня, приступая к новому материалу, к новой теме, мы будем с вами рассматривать понятие трудовые правоотношения. В общем, хочется сказать эпиграф известного поэта у нас: «Без труда не может быть чистой и радостной жизни». Цель сегодняшнего занятия у нас – это раскрыть вам понятие трудовые отношения между работниками и работодателями.
Ламара Эмиевна проявила себя как активный и причем знающий, умеющий и разбирающийся в этих тонкостях развития универсальных учебных действий, которые необходимо развивать у детей в начальной школе. И мы, как педагогический колледж, уже должны обучать своих будущих педагогов именно развитию этих метапредметных умений. Богатый опыт в работе позволяет Ламаре на высоком профессиональном уровне проводить занятия, которые отличаются высокой организацией учебной деятельности. Также Ламара Эмиевна участвует в деятельности профсоюза, где занимается ведением коллективных переговоров, заключением соглашений и контролем за их выполнением. Огромную роль в нашей деятельности играет еще и профсоюз. Они решают различные вопросы, которые создаются у нас, помогают нам в плане реализации, помогают нам в повышении квалификации педагогических работников, проводят различные семинары, на которых помогают нам в тестировании. Затем мы, естественно, сдаем экзамены в Министерстве образования и там же получаем повышение квалификации. Дружный и талантливый педагогический состав, сильные традиции и сотни успешных выпускников, можно сказать, это и есть половина успеха любого преподавателя. Ламаре также повезло с коллегами. Коллеги у Ламары – это яркие творческие личности, которые ориентированы не только на качество подготовки выпускников, но и к уважению друг к другу, взаимопомощи и поддержке. Она ответственный сотрудник, всегда подходит к своей работе с упорством, с рвением, всегда доделывает начатое, является очень замечательным педагогом, имеет категорию высшую. А человек, я бы сказал, что хотелось бы побольше таких людей в нашем коллективе, таких добросовестных, отзывчивых, всегда, то есть можно на нее положиться, то есть в любом деле она всегда помощник.